В этом мире нет ничего дороже и ценнее того, что мы можем творить и создавать во благо друзей, семьи, родины и родного языка. О необычайной красоте якутской природы, любви к родине, о людях, которые населяют далекий северный край, красиво и гордо написал незрячий поэт Якутии Иван Николаевич Егоров, Горный. Иван Николаевич – поэт, публицист, учитель, первый из Якутии тифлопедагог, автор якутского алфавита по системе Брайля, обладатель знака «Гражданская доблесть», отличник образования Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, ветеран педагогического труда, член Международного союза писателей и Союза писателей Республики Саха-Якутия. В 1952 году попал в школу для слепых детей Мегино-Кангаласского района, а в 1958 году окончил Бердигестяхскую среднюю школу с золотой медалью. Следующие 5 лет были годами учебы в Ленинградском государственном педагогическом институте имени Герцена, где он получил специальность математика и тифлопедагога. С 1963 года по 1985 год до выхода на пенсию работал учителем математики в Республиканской школе для слепых детей. В годы педагогической деятельности он женился на Прасковье Васильевне Павловой, которая работала в этой школе учителем физкультуры. Их сын Родион Иванович – кандидат физико-математических наук. Имя Ивана Горного в якутской литературе занимает особое место. Скромный от природы поэт начал печататься с 1986 года. В его произведениях скрыт философский контекст, который непроизвольно заставляет задуматься о тревогах поэта в минуты создания произведения, тревожит и волнует душу читателя. Его творчество многогранно, он пишет на разные темы, и каждый может найти в его работах что-то свое. В 1995 году Иван Горный вместе со своими учениками издали первый сборник стихов поэта «Минкюребин сюряхпинен» «Я вижу сердцем» на шрифте Брайля на якутском языке. С этого момента Иван Николаевич был признан многими автором якутского алфавита по системе Брайля, который он разработал еще в далеком 1952 году. За всю свою творческую и писательскую деятельность поэт Иван Горный издал 12 сборников стихотворений. Первой книгой, изданной в библиотеке для слепых по системе Брайля, является книга Александра Сергеевича Пушкина «Хогоннор. Стихи» на якутском языке. С тех пор библиотека репродуцирует и выпускает 20-25 изданий в год на якутском языке. В 2012 году в рамках работы по пропаганде чтения по системе Брайля был впервые проведен городской конкурс «Егоровские чтения» среди детей. Конкурс в последующем перерос в республиканский, в котором принимали участие уже и взрослые люди. А в этом году егоровские чтения впервые проходят уже во всероссийском формате. Иван Николаевич, мужественно преодолев все жизненные преграды, с помощью своего творчества наполнил наш мир теплом и добром. Окрыленный творчеством и стремлением к жизни, он для многих людей стал примером. Его произведения с особенными нотами, философскими взглядами всегда найдут своих читателей, пока есть и звучит якутская речь. Бары ütüyeni bakarabın, üyeraktarıgar setihine, ülelerigar miye şuvay kötörüğünü bakarabın, onunla norovay boldunlar, onunla etenga boldunlar, üleladınlar, kapsadınlar. Jalan,
онутугар отобун мин турурдум. Музам келен хонутугар оғордардым, оғордум. Келер суолум, кирер анын, көк отунан делгедим. Пүйдүлэх көрсүгү чагын, сибеккинен симэдим. В душе моей цветут аллея, по-детски светлые слова, а в сердце зреют, все жалея, по-женски добрые слова. Есть много слов на белом свете, мои слова не лучше их, зато они за все в ответе, и нету слов нужнее их. Здравствуйте, дорогие друзья, участники, уважаемые гости. Рада приветствовать вас на нашем онлайн-площадке. Мы собрались на торжественной церемонии награждения участников Всероссийского конкурса чтецов «Егоровские чтения-2020». Сегодня мы узнаем имена победителей и номинантов конкурса. Как мы все знаем, в России с 15 октября по 15 ноября ежегодно проходит месячник «Белая трость». Во многих странах мира проводятся всевозможные акции, мероприятия с целью познакомить общественность с проблемами незрячих людей. Одним из самых важных мероприятий в нашей библиотеке во время месячника «Белая трость» ежегодный конкурс чтецов «Егоровские чтения», посвященный творчеству известного незрячего поэта, тифлопедагога Ивана Николаевича Егорова-Горного. Слово предоставляется директору Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия Республиканская библиотека для слепых Никитиной Айталине Семеновне. Спасибо. Уважаемые участники и гости егоровских чтений, горячо приветствую вас на нашем онлайн-мероприятии по итогам конкурса. Конкурс «Егоровские чтения» берет начало с 2012 года по инициативе директора библиотеки Елены Николаевны Находкиной. В истории остались те теплые моменты, когда сам Иван Николаевич Егоров со своей женой Прасковьей Васильевной присутствовали на чтениях и давали ценные советы и напутствия молодому поколению. Изначально конкурс предполагал участие детской аудитории до 18 лет и имел городской масштаб. В прошлом году егоровские чтения впервые были выведены на республиканский масштаб и охватывал разные возрастные категории. У жителей районов была возможность принять участие в заочной форме. А в 2020 юбилейном году мы впервые приняли решение вывести на всероссийский масштаб. Также к традиционным этапам конкурса мы впервые включили конкурс авторского перевода. Конкурс интересен тем, что в процессе подготовки к нему будут рождаться новые стихотворные творения, и стихи Ивана Горного заиграют новыми красками. В этот юбилейный год, несмотря на ограничительные меры, мы ввели активную работу по увековечиванию памяти Ивана Горного. На официальном сайте библиотеки создана электронная коллекция произведений поэта. В электронную коллекцию вошли произведения Ивана Горного на якутском и русском языках, а также поэмы, переводы поэта. О жизни и творчестве поэта вы можете ознакомиться на страницах журналов «Чолбон» номер 6, «Наша жизнь» номер 7. Также подготовлен к выпуску книга об Иване Горном, презентацию которого мы перенесли на следующий год. Всего мы получили 60 работ из 10 районов Республики Саха-Якутия, 2 регионов Российской Федерации и Республик Казахстан.
Из регионов мы получили прекрасные работы. Наши давние друзья, Приморская краевая библиотека для слепых, директор Елена Леонидовна Кислицына, Хакасская республиканская библиотека для слепых, директор Татьяна Полоновна Дорохина приняли участие своими активными читателями. Можем смело и с гордостью объявить о международном участии, так как участвуют коллеги Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Республики Казахстан, город Алматы, директор Баюзаков Асхат Хусаинович со своим активным читателем. Благодарим всех участников, всех до единого, руководителей чтения, наше уважаемое жюри, что откликнулись и приняли участие, несмотря на все сложности с карантинными мерами. Благодарим сына Ивана Николаевича Горного, Родиона Ивановича, за денежное спонсорство для номинантов. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия. В 2020 году исполнилось 85 лет со дня рождения Ивана Николаевича Егорова Горного. Республиканская библиотека для слепых запланировала ряд мероприятий для увековечения памяти этого замечательного человека. Одним из самых больших событий, посвященных юбилейной дате, является конкурс чтецов «Егоровские чтения». В этом году он впервые проводится во всероссийском масштабе. Одаренный от природы поэт начал печататься с 1986 года. Первая публикация стихотворения «Минайдюбин» «Я помню» посвящена светлой памяти старшего брата поэта Егору Егорову, который героически пал на поле боя в годы Великой Отечественной войны. Начиная с момента издания первого стихотворения, пока еще никому неизвестный поэт начал плодотворно заниматься творчеством, кроме стихотворений, начал писать и поэмы, и статьи. Сегодня имя незрячего поэта Якутии Ивана Егорова в якутской литературе занимает особое место. Творчество Ивана Горного многогранно. Он пишет на разные темы. Каждый его читатель может найти свое стихотворение. Писатель издал 12 сборников. Как отмечал сам поэт, в своих скромных произведениях скрыта таинственная философия, которую читатель сам должен понять, открыть и разгадать. Данный аспект является особенным писательским стилем, который присущ только ему. Он пишет так, как чувствует душа. Он описывает то, что видит сердцем. Его поэзия постепенно приобрела свои краски, оттенки, а мастерство Горного как писателя развивался с годами. В 1992 году вышел первый сборник стихов поэта «Мин көрөбүн сүрәхпинен» «Я вижу сердцем». На выставке «Мин көрөбүн сүрәхпинен» «Я вижу сердцем» все представлены все книги автора, напечатанные в разные годы. Все книги писателя изданы на разных носителях, предназначены для незрячих людей. В 2017 году вышел клип на песню «Мин көрөбүн сүрәхпинен». В исполнении юных талантов Якутии Аилланы Степановой, Ромы Винокурова и Мичил Моисеева. Песня написана на слова Ивана Горного, музыка Татьяны Неустроевой. Песня никого не оставила равнодушным. Представляем вашему вниманию видеоклип песни «Мин көрөбүн сүрәхпинен». Я вижу. Min kırah erdek bine mevcudu dulurum onu yem
Онтон күнүс Караңа Олоробун Серех бинен Олоннугар Бадага Мени көрөбүн Сүрех бинен Олука мен көрөрүм Олон кобу кадырдарын Кигнилер көлөлөрү Силели селер аттары От кудулу байгаллар Урау майаллара Күннак көмүз каяларын Күлүмнү угуяллара Антон күнүс Караңа Олоробун Серех бинен Олонугар Бадага Мени көрөбүн Сүрех бинен Очоғып мен ұңнарым, вот қарағы ботулуру, олырақ дойтулары, одулуру, береген жүлбәрәрі, көрөбімін көмілөгі, ванна хоғыр иттер, опытайыктан бөлігі. Антон күнүс Караңа Олоробун Серех бинен Олонугар Бадага Мен көрөбүн Сүрех Онтон күнүс Караңа Олоробун Серех бинен Олонугар Бадага Мени көрөбүн Сүрех Meni görəbün Sürəx binən Sürəx binən Айтал дыраба Аяхыллы, қайдаққыны Үйераққар түхәйті хейленнің Мен үлем әлбәға бәрт болам Әйеқі хатан кәлбәт болдым Онан каникулгар әрі көрсір болдым Ол әрін наға қомайыма Хайын кәллақына ән бейкі иккен Өріске күйгілі керек бүт, хөтелік бүт Ән меға күйгіт бәтінеген Айтал Өйді Мен эйеқа үчіге әрі бағарамын Кейеқа үйерақ қаяннан ады Ула аттаққына барытын өйдем Онан кытат тұлой Оттан мен өрі ән аттығар бар болын Хыллыбын, кухабын ән ағам
Иван Николаевич, мужественно преодолев все жизненные преграды, с которыми он столкнулся на протяжении своей нелегкой, но по-своему особенной жизни, наполнил мир теплом и добром. Окрыленный творчеством и стремлением к жизни, он для многих людей стал примером. Он является вдохновителем и примером подражания для многих людей. Итак, наступил самый волнительный момент. Время объявления итогов Всероссийского конкурса чтецов «Егоровские чтения-2020». Конкурс организован с целью увековечения имени незрячего поэта, популяризацию и сохранение творческого наследия Ивана Горного. Приняли участие люди с инвалидностью по зрению, проживающие на территории Российской Федерации. По положению конкурса участники разделены на две группы – от 10 до 19 лет и от 20 лет и старше. Кроме того, впервые принимались не только декламации произведений поэта, но и декламации авторских стихов, посвященных поэту, а также авторский перевод произведений Ивана Горного. Конкурсные работы поступили из Приморского края, Республика Хакасия, Казахстан и из разных уголков нашей республики. Поступило 60 конкурсных работ. Все работы участников оценило компетентное жюри в составе 6 человек. Представляем жюри конкурса. Председатель Афанасий Гаврильевич Гуринов, Арчалан, писатель, журналист, редактор журнала «Күрүлген». Попов Егор Ильич Туску, поэт. Попова Прасковья Ивановна, член Союза журналистов Российской Федерации. Никитина Айталина Семеновна, директор Республиканской библиотеки для слепых. Лебедева Ирина Васильевна, председатель Всероссийского общества инвалидов Республики Саха-Якутия и главный библиотекарь Республиканской библиотеки для слепых Чичигинарова Ульяна Петровна. Итак, для объявления победителей в номинации «Авторский перевод стихов Ивана Горного» слово предоставляется председателю жюри Афанасию Гаврильевичу Гуринову, Арчалан. Благодарю. Здравствуйте. Поэт, публицист, член Союза писателей РСЯ, Международного сообщества писательских союзов, заслуженный работник культуры РСЯ, теплопедагог, ветеран педагогического труда, кавалер почетного знака РСЯ, гражданская доблесть, Иван Николаевич Егоров, Иван Горный, для меня, как редактора, был не только одним из ярких, знаковых авторов литературного журнала «Күрүлген» «Водопад» и народной газеты «Кым» «Искра», но и моим старшим мудрым другом. Это был удивительный человек, многогранная и самодостаточная личность. Я преклоняюсь перед его бескорыстием и искренним служением народу. Поэтому я благодарю организаторов конкурса. Для меня быть председателем конкурса «Егоровские чтения» – большая честь. Если взять географию Всероссийского конкурса «Егоровские чтения-2020», то поступили работы участников из 10 улусов республики. Это Нюрбинский, Верхневилюйский, Горный, Мегино-Кангаласский, Амгинский, Чурапчинский, Татинский, Усть-Алданский, Намский, Хангаласский,
Улусы и город Якутск. Из регионов РФ участвовали из Приморского края, из республики Хакасия. Также есть работа из ближнего зарубежья, это из Казахстана. Выражаю большую благодарность всем участникам конкурса, потому что без вас не состоялся бы конкурс. А у нас конкурс состоялся, даже приобрел международный характер. Таким образом, фактически вы все стали участниками международного конкурса. И это очень замечательно. Благодарю членов жюри за активную и конструктивную работу. Я думаю, что мы вынесли справедливое решение, достойное памяти поэта Ивана Горного. Теперь разрешите приступить к волнительной процедуре объявления лауреатов и дипломантов конкурса. Так, авторский перевод стихов Ивана Горного. Взрослая группа. По итогам всероссийского конкурса «Егоровские чтения 2020», посвященного 85-летию со дня рождения поэта, теплопедагога Ивана Николаевича Егорова Ивана Горного, за стихотворение «Тоска», «Чтобы найти ангела», сегодня «Озорной мальчуган», братья в Якутске «Новый год» дипломом 3-й степени номинации «Авторский перевод стихов Ивана Горного» награждается Марченко Евгений Константинович, город Якутск, приз «Чайный набор». Диплом 2-й степени номинации «Авторский перевод стихов Ивана Горного» за стихотворение «Поляна», «Теперь никакие стихотворения», «Как богатырь ты стоишь здесь», «Заяц», «Осень», «Зимняя ночь» вручается Бондареву Николаю Александровичу, город Владивосток, Приморский край. Приз «Блендер». Диплом 1-й степени номинации «Авторский перевод стихов Ивана Горного» за стихотворение «Июль», «Школа», «Заяц», «Летнее утро», «Белка», «В интернате», «Камешки» вручается Пассар Марии Николаевне, город Якутск, приз принтер Epson S91. Теперь детская группа. По итогам всероссийского конкурса «Егоровские чтения 2020», посвященного 85-летию со дня рождения поэта, теплопедагога Ивана Николаевича Егорова Ивана Горного, за стихотворение «Первый снег» дипломом 3-й степени номинации «Авторский перевод стихов Ивана Горного» награждается Игнатьев Ярослав, ученик 5 Б класса Республиканской специальной коррекционной школы-интерната, руководитель Протопопова Екатерина Афанасьевна. Приз фото-коллаж. Дипломом 2-й степени номинации «Авторский перевод стихов Ивана Горного» за стихотворение «Осень» награждается Егоров Семен, ученик 10 Б класса Республиканской специальной коррекционной школы-интерната, руководитель Пассар Мария Николаевна. Приз «Омлетница». Диплом 1-й степени номинации «Авторский перевод стихов Ивана Горного» за стихотворение «Бабочки»
вручается Замятиной Тамаре, ученице 5 Б класса Республиканской специальной коррекционной школы-интерната, руководитель Протопопова Екатерина Афанасьевна, приз «Соко-выжималка». Еще раз поздравляю, желаю всем всего хорошего. Дорогие друзья, к вашему вниманию представляем отрывки конкурсных работ взрослой группы. Sandaran tühenler, günler de günler durallar. Gömüşte akımların tümenler. Республика Хакасия, Ширинский район, село Черное озеро. Стихотворение «Весенняя песня». Высокое небо и яркое солнце. Весной лишь бывает такое, друзья. Веселье, веселье, Урбуту под курду барата. Мане гармония ген атачы. Көрбүттере бука барытам. Min kıraddak bine mecdi oto dulurun. Onna iye metere ot karağı bortuğurun. Otton migin ağıl otum abudan kespik kurduga. Ammanna kini bolta karağım ağır suruga. Oh ki aymah. En alamay mangan günün ilgelах eti gülümün. İye borgar kuttağına. Görün gürgüm nağdağını. Oh ki aymah. Здравствуйте, меня зовут Юсупранов Пархат. Я представляю город Алматы, Республика Казахстан. Сейчас я расскажу стихотворение «Дождь». Тяжелым темным покрывалом закрыли тучи небосвод, чтоб только не упасть вот-вот в усилии, находясь немалом. Но в споре... Эрді көттен бұздым мен өтөкпін, көрдім онны көлбөтөкпін. Тұрмайра тұрулахан қалбы, тұрорпақ балаған. Тұрық істенелері сулдан қалбы, әмеғілен. Сери оты, биллер ол тоғыты, білеген бет әлбәқ састақпын, мен күрдік жүректер бастақпын. Жол тапталген ол түгүй, едерге ән тұлой. Оны білерге сама, тута быхара сатама. Итак, для объявления победителей в номинации «Авторское стихотворение о поэте» слово предоставляется Егору Ильичу Попову-Туску. Добрый день. В номинации «Авторское стихотворение о поэте» 3-е место присуждается Эпехову Василию Егоровичу, Верхневилюйский улус, за стихотворение «Иван Горный Керегер» и награждается специальным призом «Ручной подпарыватель». 2-е место занимает Иванова Светлана Дмитриевна Намына, Мегна-Кангаласский улус, за стихотворение «Дугам еер ретнан» и награждается призом «Бафельница». Почетное 1-е место занимает Добрянцева Наталья, Кангаласский улус, за стихотворение посвящается Ивану Горному и награждается призом «Электрическая печь». А среди школьников 1-е место занимает Наговицын Леонтий, Верхневилюйский улус, село Эргөс, 4-й класс, и награждается специальным призом «Портативный игровой консоль». Спасибо за внимание. Поздравляем всех конкурсантов с победами. А самое большое количество конкурсных работ поступило в номинации декламации стихов Ивана Горного. Выбрать из них лучших в работе жюри была задача непростая.
Слово предоставляется Никитиной Айталине Семеновне. В декламации стихов Ивана Горного взрослой категории получили 34 работы. Было невероятно сложно выбрать самых-самых, и в результате долгих дискуссий жюри через Zoom определили 3 призовых места и 5 номинаций. В номинации «За проникновенность» награждается Неустроев Дмитрий Михайлович, Чурапчинский улус, стихотворение «Мен көрөбүн сүрәхпенен», приз «Денежная премия». В номинации «Перспективная читающая молодежь» награждается Пономарева Милена Михайловна, город Якутск, Жатайский техникум, О киге аймах, приз «Денежная премия». В номинации «За трогательное исполнение» награждается Юсупджанов Пархат, Казахстан, город Алматы, стихотворение «Дождь». Приз «Большой сувенир» Ал-Лукмас, священное дерево Якутии. В номинации «За вдохновенность и эмоциональность речи» награждается Слепцова Софья Степановна, Намский район, Буджик-Тесерге, приз «Денежная премия». В номинации «За лучшее исполнение стихов о любви» награждается Мачаева Ольга, Нюрбинский улус, город Нюрба, Джол Таптал, приз «Денежная премия». В номинации «За лучшее патриотическое исполнение военной темы» награждается Феофанов Егор Михайлович, Намский район, Минсери Огото, приз «Денежная премия». И 3-е место занимает Санникова Зоя Лукинишна, Татинский улус, село Этыккөль, стихотворение «Гармония», приз «Чайный набор на 6 персон». 2-е место Федоровская Надежда Геннадьевна, Республика Хакасия, стихотворение «Весенняя песня», приз Blender Dexp S101. И победителем становится Григорьева Раиса Ивановна, Верхневилюйский улус, село Харо, стихотворение «Күлүмнес жеримнес букүннер», приз пылесос Gold Star S4515. Сейчас видео. Спасибо, Айталина Семеновна. Поздравляем всех призеров и победителей в номинации «Декламация стихов поэта». А теперь представляем отрывки из конкурсных работ детской категории. Өй туһунан баллада. Өй, көстүбет манны кеттик, Менделеев таблицатыгар. Берт өрттен кини бары бит, биги меник баспытыгар. Үәддәреттән тотуллан, үттәк биенерген аллар. Сары қысқа күтуллар, санда саамал кымыз ытыллар. Кытастан таһан төлүфөн, быйыл бағас, үймүтүен, үйнәрі үйнен өлгөмін ахан бөдөңөн. О, как вы прекрасны, весеннее утро, со звоном сосулек хрустальных вдали, с распахнутым небом в лучах перламутра и с миром оглотным в алмазной пыли. Все это... Тансахан ты игер, ты маккада олор эн, ты мырдаргар тыгы үрер, тыл селлебет ол эрен. На западном краю Аласа стройная юрта стоит. Сквозь берестяные оконца играючи солнце горит. Тынча сылларга тымныны тыллары, тыыннарын соғынан сылытан олар бұд, онынан оңқтар уған сыллары.
олохту оңоран уоғран турдубут. Ветер, как будто воет волчья стая, как будто мчатся кони вскачь, но так над миром спящих дач несется ветер все сметая. Итак, для объявления победителей в номинации «Декламация стихов Ивана Горного» среди детей слово предоставляется Чичигинаровой Ульяне Петровне. Номинанты «Декламация стихов Ивана Горного. Детская категория». Номинация за вдохновенность и эмоциональность речи присуждается Кочневой Лизе. Приз – денежная премия. Номинация за красоту и проникновенность звучания присуждается Костромину Аману, Усть Алданский улус. Стихи Өйтугнан баллада. Приз – денежная премия. Номинация за душевность прочтения присуждается Смертину Илье, ученику 9 класса Республиканской специальной коррекционной школы-интерната, руководитель Седалищева Анна Афанасьевна. Стихи «Летнее утро». Перевод Марии Николаевны Пассар. Номинация за точность звучания патриотической темы присуждается Наговицыну Леонтию, Верхневилюйский улус, село Эргет, школа имени Луки Харитонова, ученик 4 класса, руководитель Андреева Анна Ивановна. Стихи Сахам Сире. И последняя номинация, номинация за оригинальность прочтения присуждается Дечковскому Айсену, ученику Республиканской специальной коррекционной школы-интерната, ученику 8 класса, стихи «Ветер». А теперь разрешите представить победителей в этой номинации. 3 место присуждается Федоровой Саше, Верхневилюйский улус, ученица 2 класса средней школы имени Луки Харитонова, руководитель Андреева Анна Ивановна. Стихи Делюген. Так, приз фотоколлаж. 2 место присуждается Яковлеву Бахрому, ученику Республиканской специальной коррекционной школы-интерната, руководитель Седальшева Анна Афанасьевна. Стихи Игэх. Приз соковыжималка. И победителем в этой номинации становится Барчаков Айсен, ученик 7 класса Республиканской коррекционной школы-интерната, Верхневилюйский улус. Стихи Өйтугунан баллада. Приз блендер. Поздравляем всех победителей и номинантов конкурса. Все участники и руководители получат сертификаты участников Всероссийского конкурса «Егоровские чтения-2020». А сейчас с музыкальным поздравлением приглашаю заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Кобяйского улуса, председатель Якутского городской организации ВОС Спиридонов Николай Михайлович. Пожалуйста.
Спасибо, Николай Михайлович. Николай Михайлович в конкурсе «Егоровские чтения» не первый год участвует. Он у нас активный читатель нашей библиотеки и всегда пропагандирует чтение по системе Брайля. Вот и подошло к концу наше мероприятие, подведение итогов Всероссийского конкурса чтецов «Егоровские чтения-2020». Мы искренне поздравляем и благодарим всех за активное участие. Читайте стихи, пишите, творите, ведь стихи дарят нам особый мир. Стихи — это глаза души. Оглянитесь, пролистайте книги на полках, и вам попадется то, что нужно в эту минуту. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания. До свидания. Спасибо.